какой уже дубль я снимаю, хочу одним снять, чтобы сегодня залить, ребят. Салем Достар, рад вас безумно видеть. И митинги — это херня. Типа, пожалуйста, не ставьте дизлайк, дослушайте хотя бы до половины. И потом, ладно, окей, лепите, да. Я даже готов, типа, 100 дизлайков, 10 лайков, да. Но я хочу сказать то, о чем я думаю. Меня никто не покупал, никто мне не платил денег. Честно-честно, ребят, ни копейки. И никто меня не запугивал, никто не писал. Нет, я просто правда хочу сказать, как есть. Все сплочились, типа, митинги, государство плохое. На Танибергена, Богдан, Танирберген, короче, на скороговорку наехали по-страшному за то, что он там типа продажный. Ладно, фиг с ним, я даже не буду про него вам что-то говорить. Но все такие типа ополчились, как же так? А вот у нас все так плохо, какое у нас ужасное государство, у нас все коррумпировано, у нас все воруют. Да, так и есть. Что тут отрицать? Ребят, это об этом знает, ребенок в 5 классе, да? Алло, камон. Но сейчас не об этом, ребят, сейчас я хочу немножко кое-что вам сказать, передать свою мысль, и уже ваше право, соглашаться или нет. Казахстан, великая страна, огромные запасы нефти, куча полезных ископаемых. Да, да и народ, азиаты, это просто у них IQ самый высокий в мире, вы знали об этом? Японцы, корейцы, мы ничем не хуже, у казахов IQ не меньше, чем у японцев и корейцев, но нету процветания у страны. И дело не в том, что кто-то сидит вверху и типа такой ворует и забирает все ваши деньги, нет. Есть такая фраза, надо рубить с плеча, и тело сразу шлепнется, да, отрезал голову, тело упало. Хорошо звучит, ребят, но проблема в том, что все, что происходит в нашей стране, это вина нас самих. Нас, ребят, я говорю это с максимальной искренностью, вы должны сейчас проникнуться в мои слова. Вина именно тех, кто все это порицает. Не порицает, тот, кто это все стимулирует. Вот, ребят, ехал я недавно с таксистом, я очень часто езжу в Яндексе и все дела, не реклама Яндекса, Яндекс, ладно, хрен с вами. В общем, я часто езжу в такси, и постоянно мне кто-то жалуется, вот, дороги перекопали, вот, опять деньги воруют и все дела. И как-то я недавно ехал по Алтынсаре наверх, проезжал Абая, и там рыли. И водитель такой, вот, сволочи, воруют специально, чтобы денег вытащить. И я ему такой, типа, слушай, говорю, мужик, а вот если бы тебе, дали бы 20 миллионов тенге, и, типа, дали бы задание это прорыть, сколько бы ты украл? Я не спросил, украл ли бы ты, я спросил, сколько? Тот, миллионов 5, все дела. И я такой, и о чем ты сейчас говоришь, если у тебя у самого вот тут это в голове? Понимаете? Кто бы что ни говорил, типа, я бы вообще там воровать не стал, я очень правильный, я очень хороший. Но, ребята, на самом деле, когда коснулась бы истины, любой бы из вас стал бы красть. Ладно, есть, конечно, 5-10% может быть правильных людей. И огромный вам человеческий поклон с невероятным большим уважением. То, что вы такие молодцы. Но таких очень мало. Почти вся страна с такой... В мозгах такое, понимаете, заложено. Бывшие страны СНГ. Нет ни одной страны, у которой ВВП больше 10 штук баксов, да? А это мало. В нынешнее время это очень мало. Мы живем копеечно. И это просто заложено в постсовковом пространстве, в голове, что опа, увидел момент, значит надо взять, значит надо стащить, значит надо украсть. И это не беда Казахстана, это беда всех стран, вышедших из Советского Союза. Белоруссия, Украина, Киргизия, Узбекистан, Россия. Ребят, да хоть все страны назови, везде процветает коррупция, везде есть бюрократия, и везде каждый пытается урвать, что может. Это заложено так, что есть момент, бери. Все. Вот так это работает. Ребят, вы еще такие типа коррупция в стране, коррупция. Ребята, вы ее порождаете. Потому что, опять-таки, все из вас когда-то давали взятку. Будь то 5000 тенге преподавателю, чтобы он поставил вам зачет. Будь то 2000 тенге гаишнику, чтобы он вам протокол не выписывал. Все типа гаишники, гондоны, гаишники, козлы, сволочи. Меня много раз останавливали гайцы. То есть, ладно бы это было 2 раза, я бы еще смекнул, типа, первый раз совпадение, второй раз случайность, третий раз закономерность. Ни разу мне гаишник не сказал, типа, так, давай мне бабки, братан, и все будет нормально. Все всегда выписывали протокол. Вы сами уже начинаете. Дос, пойми, я студент, жесть. Братан, вот за учебу сам плачу, туда-сюда, вот так, родители там болеют, мне, нельзя,
бля, брат. Или когда пьяных вас поймали за рулем, сразу же начинаешь звонить агашкам, татешкам, типа, помогите, деньги, штука баксов нужно, отмажьте меня. И никто по достоинству не сказал, блин, мужик, я накосячил, выписывай протокол. Я не прав. Меня ни разу не тормозили гаишники просто так. Ну, действительно, меня тормозили, когда я нарушал. Вот, когда я по встречной сплошной проехался, тогда это еще не было лишения прав, но меня тормознули, мне выписали протокол. Ребят, бюрократия, типа, вот, у нас все так плохо, у нас офигенный ЕГОВ. Это не реклама с сайта, но, блин, он реально крутой. По сути, если у тебя есть ЕПЦ и ЕЦП, электронно-цифровая печать, то ты можешь по факту сделать все, что угодно, не выходя из дома, лол. И ты приходишь в сон, да нет там такой кардинальной очереди. Да, тебе надо будет подождать какое-то время, но это во всех странах, в Европе, в Германии. Тебе везде придется ждать, там бюрократия еще страшнее, чем у нас. Но вы же бежите, даете кому-то 5000 тенге, чтобы он кому-то дал 3000 тенге, 2000 себе в карман, чтобы тебе эту печать поставили. Сами не ждете, сами не хотите получать права. Да, все вы покупали права, да все покупают права, блин. И никто же вас не заставляет, никто вам не даст, ну, блин, не будет вас специально валить. А тех такие, кто, вот, меня специально завалили, чтобы я деньги дал. Да кому это нахрен надо? Ребята, чем вы? Что за вранье? Я проходил и получал справки в больницах, и все было нормально. Мне никто не говорил, вот, не получишь, пока денег не дашь. Все это не так, ребят, от вас все это зависит, чтобы страна процветала. Не будете выдавать взятки, не будут гаишники получать, не будут получать их в госучреждениях люди. И коррупция вымрет постепенно. Да, может, я где-то ошибаюсь, может, какой-то действительно шарящий политолог скажет, вот ты балбес. Но в моих словах по-любому есть правда, ребят. В том, что устроена у нас голова так, что мы хотим воровать, что мы хотим избежать сложности, что мы лучше дадим кому-то денежку, а потом завтра скажем, мусора, пидорасы, ебаные, щищин, свин, коток постар, ёб твоя мать, блядь, вчера 5000 тенге взяли. Да, блядь, ты сам ему их дал. Он тебя мог увезти, выписать тебе протокол или на 12 суток тебя посадить за то, что ты бухло в парке пил, блядь, где дети маленькие гуляют, а ты потом сидишь и пиздишь. Как бы, конечно, с их стороны тоже неправильно брать эти деньги, но как бы вы их даете, вина с двух сторон, понимаете? В первую очередь с вашей, понимаете, да? Как бы действительно я от души сейчас говорю, меня аж психануло в плане того, что все жалуются на государство. Да, оно у нас не идеально. Вы хотите его поменять, но это так не работает, что вы вышли, снесли действующую власть, и что типа придут и скажут, так, все живем богато, все, мы шейхи с Эмиратов. Не будет такой херни. Дальше все это начнется, потому что народ привык, да вы не сможете жить как в Германии. Поедьте, поживите там, конечно, хрен вы там так поживете. Вас поймают и посадят, блядь, на месяц в тюрьму или на исправительные работы за то, что вы накосячили. Потом, блядь, посмотрите, поскучаете по Казахстану, где вы могли 5000 тенге дать. У вас так голова устроена. Ну, у меня, у нас всех, я как бы и за себя тоже говорю. Собственно, ребят, извините, все так на эмоциях, просто я действительно говорю искренне, это от души. Вот перед тем, как идти митинговать, вы сами себя исправьте, пожалуйста. Я бы поставил сейчас, будь у меня 10 миллионов баксов, поставил бы, что 80% тех, кто выходили митинговать, сами нечистые в этом плане за душой. За взятку знаете какой срок? За сдачу взятки? Да у нас бы вся страна бы сейчас на нарах бы отсиживала бы сроки, если бы мы жили где-то в высокоразвитой Германии или Англии или Франции. Все бы сели на зону. Но нет. Ладно, ребят, спасибо, что досмотрели это до конца. Я вас очень люблю, и это действительно все было настоящее и искренне. Я не боюсь, что это видео будет задизлайкано, и от меня отпишется какое-то количество человек. Я сказал, что я думаю.